Мы обсуждали вопросы, связанные с инвестпрограммой. Есть вопросы, которые будут реализовываться буквально в ближайшее время. Это связано с теми программами, которые были заложены в части, касающейся работ по инфраструктуре дорог. Продолжаться будут проекты, связанные с водоснабжением, канализационными системами. Но есть и проекты, которые для нас очень важны и интересны. Это пойдут проекты, направленные на развитие нашей экономики. Здесь есть определенные вопросы, которые будут утрясаться в ближайшие дни. И я, несомненно, надеюсь на то, что результат этих работ будет положительным. Мы подтверждаем обязательства России, как прежние, так и новые, взятые на себя вследствие подписания нашего нового договора. Я бы хотел напомнить, что на финансирование программ развития Абхазии предполагалось на текущий год 4 с небольшим миллиарда рублей. После подписания договора эта сумма была увеличена на 5 миллиардов, то есть это больше, чем в 2 раза. Сегодня в России непростая ситуация, мы все это знаем, и идет, честно говоря, сокращение бюджетных расходов, это тоже никакой не секрет, но президент России с подачи и по просьбе вице-премьера Хлопонина принял решение не сокращать расходы, связанные с поддержкой Абхазии. То, что запланировано, эти 9 с лишним миллиардов, будут полностью предоставлены в распоряжение абхазского руководства и правительства. Естественно, надо посмотреть, как их эффективнее вложить. Это уже дело абхазской стороны. Вам виднее, что называется, как и на что их лучше тратить. Мы действительно коснулись вопросов развития реального сектора. Здесь есть, может быть, разные оценки в методах его развития. Но я думаю, что то инвестиционное агентство, которое было создано в России для цели развития Абхазии, оно существует и оперирует также цифрами около 3 миллиардов рублей. Замечу, это сверх того, что предусмотрено непосредственно бюджетом России. Это тоже важный источник для развития именно проектов, связанных с реальным сектором.